эфире новости. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Массовая вакцинация от гриппа прошла в Барагонцах. Почему врачи советуют сделать прививку заранее, в начале осени? Как власти Якутии планируют привлекать инвестиции? Прогноз социально-экономического развития региона до 2024 года рассмотрели сегодня. Операция «Нелегальный иммигрант» стартовала в Якутске. Какие объекты будут проверять? – 65 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Якутии за сутки. Это данные регионального оперштаба. По-прежнему больше всего заболевших в столице – 32 человека. Остальные случаи в районах республики. В Мигино-Кангаласском – 12, в Мирнинском и Среднеколымском – по 7, в Аймиконском, Татинском – по 2. В Алданском, Намском, Сумтарском районах – по 1 случаю. Все ближайшие контакты инфицированных выявлены и изолированы. За сутки от COVID-19 скончался 1 человек. Между тем, в регионе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Связано это с началом учебного года в детских садах и школах. Как отмечают специалисты, на территории Якутии циркулируют вирусы парагриппа и аденовирусы. Также в республике продолжается прививочная кампания. Более 76 тысяч якутян уже получили прививки от гриппа и ОРВИ. Бесплатную вакцинацию можно получить в поликлиниках по месту жительства или работы. В селе Барагонцы Усть-Алданского района прошла массовая вакцинация взрослого населения от гриппа. В населенном пункте открыли сразу 5 палаток. Врачи и медсестры проводили на местах инструктаж и соответствующие процедуры. Медики рекомендуют заранее делать прививку в начале осени, чтобы к сезонной эпидемии успел сформироваться иммунитет. Тем более, что есть вероятность одновременно подхватить и грипп, и коронавирус. Во время пандемии мировой коронавирусной инфекции она получается очень актуальной. Потому что всем известно, что во время гриппа, если человек заболевает, у него уменьшается иммунитет, общий организм ослабевает и становится восприимчивой к коронавирусной инфекции. В этом году у нас по плану стоит вакцинация взрослого населения в районе 6600 и детского населения 5700. Надеемся, что план 100% выполним и обезопасим наше население. Теперь об изменениях, которые произойдут в столичных школах с 21 сентября. Учащиеся 5, 9, 10, 11 классов перейдут на очную форму обучения. Также со следующей недели прекратится деление на группы учеников начальных классов. Как сообщили в пресс-службе окружной администрации, из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ в 2 школах Якутска на карантин закрыты по 1 классу. Всероссийская проверочная работа проводится в Якутии только в тех школах, которые работают в традиционном очном формате. В Кангаласской, Маганской, Табагинской школах, а также в школе номер 32 и в техническом лицее. Напомню, проверочные работы перенесли с весны на осень этого года из-за пандемии коронавируса. Этим испытанием у ребят проверят знания по предметам предыдущего учебного года. В первую очередь это необходимо для того, чтобы оценить качество дистанционного обучения. Площадь природных пожаров в Якутии увеличилась на 117 гектаров. За сутки возник 1 очаг, 10 удалось потушить. По оперативным данным авиалесоохраны в регионе действует 23 природных пожаров. С огненной стихией боролись более 350 человек и 76 единиц техники. Из-за отсутствия умеренных осадков и учитывая возможность усиления западного, северо-западного ветра, существует вероятность задымления в 5 населенных пунктах на территориях Усть-Алданского, Татинского и Чурапчинского районов. Из-за ветреной погоды площадь пожаров увеличивается в Татинском районе. Сейчас там действует 3 очага. В 20 километрах от села Депдерге горят 30 гектаров леса. С огненной стихией в основном там борются местные жители. Огонь уничтожил заготовленное сено и постройки. Угрозы объектам экономики в селе Черкёх нет. Также напомню, что в сети распространилась фотография с заревом от лесных пожаров в Татинском районе. По информации авиалесоохраны, угрозы населению нет. Зарево могло исходить от очага, действующего в отдалении от сел Кыи и Харбалах. Сейчас пожар площадью 270 гектаров локализован, идут работы по его полному устранению. Там люди работают, допустим, начнут с 36-го. Там с Девдерге, да, 32 мобилизованных. Потом техника у них ДТ-75 с плугом, 3 белоруса работает. Но они сразу приняли меры тоже, когда их мобилизовали.
Вот. Но оказалось мало из-за этого ветра, да? Ветер они не смогли удержать. Сейчас туда мобилизованные прибыли с Волбы, сказали 25 человек. Ну и КИ, вот этот 33-й, мы туда тоже подмогу запросили, вот привезут 2 группы. Прогноз социально-экономического развития Якутии на ближайшие 4 года рассмотрели в ходе заседания правительства региона. Внешние условия, которые влияют на показатели падения мировой экономики от 5 до 7%, что отразится на ценах на нефть и обменном курсе рубля. Сегодня в республике реализуются 3 основных антикризисных плана. Из федерального и регионального бюджетов на поддержку экономики и населения направлено более 21 миллиарда рублей. До 2024 года власти планируют привлечь инвестиции на сумму более 1 триллиона рублей. Увеличение планируется за счет строительства моста через реку Лена, Житайской судоверфи, модернизации аэропортовых комплексов, строительства федеральных и региональных дорог, расширения нефтегазовых месторождений в Западной Якутии и других проектов. В финансово-экономическом колледже Якутска открылся кабинет финансовой грамотности. Преподаватели учебного заведения обучают финансовой грамотности педагогов Якутии. Занятия начались еще летом. До конца года более 100 учителей школ, преподавателей колледжей и техникумов повысят свою квалификацию. Федеральный центр по финансовой грамотности был создан в 2016-м как структурное подразделение Высшей школы экономики. Цель проекта – создание в стране кадрового потенциала учителей и педагогов, которые будут распространять финансовую грамотность в своих учебных заведениях. Проводится обучение педагогов различных специальностей, внедрение финансовой грамотности в различные школьные предметы. Это может быть ОБЖ, информатика, математика. То есть предполагается включение вот этих элементов финансовой грамотности как в существующие уже общеобразовательные предметы, так и в рамках дополнительных курсов для школьников, для студентов, для того, чтобы у нас финансово грамотное поколение росло, они активно пользовались, соответственно, подходили к пользованию финансовыми услугами. Операция «Нелегальный мигрант» стартовала в Якутске. Какие объекты проверят сотрудники миграционной политики региона, расскажет Дмитрий Тымыров. Первыми попали под тотальный контроль строящиеся объекты, где традиционно привлекается иностранная рабочая сила. Сегодня во второй день операции «Нелегальный мигрант» сотрудники полиции и миграционного отдела прошлись по стройкам 203-го микрорайона. Согласно приказу министра МВД по республике Саха-Якутия генерал-майора Владимира Николаевича Прокопенко проводится ежегодная операция «Нелегальный мигрант». В настоящее время проводится третья операция «Нелегальный мигрант». Цель операции заключается в том, чтобы выявление нарушений в сфере миграции или трудовой деятельности со стороны иностранных граждан, а также выявление преступлений и правонарушений, совершенных иностранными гражданами на территории Российской Федерации. Помимо этого, сотрудники МВД в эти дни будут осуществлять проверки предприятий и объектов торговли, где больше всего задействованы мигранты. Операция проводится с 14 по 20 сентября. Сегодня проводим проверку строящегося объекта под номером 4 и 3. Строящаяся организация «Прометей». В настоящее время выявлены иностранные граждане, которые проследуют в отдел полиции для выявления обстоятельств. Законно ли они находятся на территории Российской Федерации или нет. Часто совершаемыми нарушениями в ходе операции со стороны иностранных граждан выявляются очень часто это непроживание по месту постановки на миграционный учет иностранных граждан, то есть они поставлены по одному, а проживают фактически в других местах. Наиболее часто такие допускаются. И другое, это у нас не по специальности, указанному в патенте, работают иностранные граждане, либо же вообще, получив патенты, они не оплачивают налоги ежемесячные, установленные правительством республики, ежемесячную сумму. И кроме этого, используют поддельные документы. Отметим, что за прошлый год министерством было проверено более 2300 объектов, где было выявлено 230 нарушений миграционного законодательства. Тогда из Якутии были выдворены за пределы Российской Федерации 20 человек. 12 из них прошли через центры временного содержания. Итоги операции «Нелегальный мигрант» будут озвучены в конце этого месяца. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск.
Первая специализированная площадка для выгула собак появилась в Якутске. Ее размеры позволяют выгуливать одновременно до 2-3 питомцев. Главная особенность площадки – специальный дог-бокс – ящик с пакетами для уборки за животным. Автор инициативы – один из жильцов дома по улице Чернышевского. Владельцы домашних собак, они должны относиться к этому вопросу с ответственностью и с уважением к соседям и горожанам. Да? А для этого я вот, собственно, сам своими руками вот соорудил площадку для стерилизованного выгула домашних собак, на котором имеется дог-бокс с гигиеническими пакетиками для утилизации отходов жизнедеятельности. По факту это получается специально отведенное место для уборки собачьих отходов, чтобы на площадках было чисто и безопасно для детей. В атмосфере Венеры обнаружены следы фосфина. Это газ, который на Земле производят некоторые бактерии. Поэтому ученые считают, что их открытие может быть свидетельством существования на планете жизни. Ученые обнаружили на Венере возможные признаки жизни. В атмосфере планеты найдены следы газа фосфина, возможно, биологического происхождения. В понедельник об этом заявили участники совместного эксперимента из США, Великобритании и Японии. Профессор университета Кардиффа Джейн Грифс рассказала, что открытие в некотором смысле застало ее команду врасплох. Это крайне неожиданно, поскольку фосфин – это атом фосфора и 3 атома водорода, а водорода в атмосфере Венеры крайне мало. Так что мы думаем, что нечто производит этот газ. Одна из возможностей – это делают микроорганизмы, потому что на Земле есть бактерии, которые производят фосфин. По словам Грифс, ученые изучали возможные небиологические источники происхождения фосфина на Венере, от вулканической деятельности до молний, но пока таких найти не удалось. В 2019 году те же исследователи заявляли, что фосфин можно использовать в качестве маркера жизни на других планетах, поскольку только живые организмы производят его в количествах, достаточных для обнаружения. Директор НАСА Джим Брайденстайн написал в понедельник в Твиттере, что открытие фосфина на Венере – это важнейшее событие за все время поисков внеземной жизни. Венера – вторая планета от Солнца. Она чуть меньше Земли по размерам и окутана ядовитыми для человека облаками. Температура на ее поверхности приближается к 500 градусам Цельсия. На этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.